Я, наверное, начну кратко просто как создавалась тунисская литература. Кратко расскажу о тунисской литературе. В 1930 году, как появился этот тунисский алфавит, письменность, до этого, конечно, тоже газеты издавались на латинском или старомонгольском языке и латинскими буквами на тунисском языке издавались газеты республиканские. После 30-го года уже появляются создатели тувинской литературы, это Степан Агбанович Сарыгол, Саджак Калбакурович Тока. Они начинают писать уже на тувинском языке такие произведения, классика тувинской литературы. Это их тоже очень много переводили. Например, Степан Албанович Сарыгол, Улухем, это Енисей, трехтомный, это про историю тувинского народа. Такие Ангролдун тоже, это про студента, который учится в Москве в то время. Такие классические произведения. Потом до Эдуарда Баировича Межита все было. У нас в республике дом литературы нету. Книжное издательство, там все эти писатели, там и Союз писателей Республики Тыва, там в этом книжном издательстве у них там все работает. До 90-х этих годов было все, у них хорошо было, там машина, там организации. В ближайшие годы до Эдуард Баирович Межи тоже молодых писателей отправлял в ближайшие регионы, туда форма или я волнуюсь, и поэтому по-русскому тоже как-то плохо говорю. В данный момент, в прошлом году не стало председателя Союза писателей. В феврале месяце на этом избрали Саликма Сальчагу Комбу. Она тоже много лет работала в журнале Башка, это учитель республиканский, тоже поэтесса, прозаики, переводчица. Она сейчас тоже в том же месте, где это книжное издательство, там и работает, начала работать молодежью, и каждую неделю, в субботу собирается, приглашает писателей, каждый день, в этой неделе, например, прозу, следующим поэзию осуждают с молодыми А так до этого, ближайшие годы, года два, у нас в республике только один литературный журнал. Автономным был этот журнал. Из-за финансирования что-то плохо издавалось, с опозданием, но все равно издавалось. Потом в соцсетях
Вайбере, эти молодые, там очень много стали этих писателей, там, ну, каждый вот так в группах какие-то там начали, очень много стало. Вот настораживало писателей, как-то собрали их и как попытались с ними работу начать или как-то вот так. Они, ну, как молодые, и они, ну, первый раз как-то, ну, обидно было, что ли, их как-то вот так разошлись и там начали обсуждать как-то, ну, в данный момент я работаю в Национальном театре, так, редактор художественным текстом тоже работаю. Освещаю с прессой тоже деятельность театра. Пьесы пишешь, да? Пьесу можешь писать? Ну, пьесы у нас в прошлом году, в августе, и лаборатория была там. Как вчера про него тоже разговаривали Иван Воропаев и Анастасия Букреева. Приходили, это так, тоже учили ну, теорию этого драмы, современной драмы. Ну, можете задавать вопросы, я так очень переживаю. А как литературный журнал называется? Журнал Улукхем. Улукхем. А сколько раз он в году издается? 6 раз. На русском 1 раз в год, 5 раз на тувинском. Ну, по-моему, уже много лет журналу. Ну да, тут журнал. Лет 30-40, не меньше. Я помню, что, по-моему, при Советском Союзе еще издавался. Но, Там же, по-моему, можно на русском языке тоже же можно Да. публиковаться же, не только на финском. Ну, один журнал в год. На русском языке. Ну, что. Ага. А кто там главный редактор сейчас? Эдуард Межит. Межит. Ага. Улукхема. Да. Ясно. А в основном вот какие темы пишут-то? В журнале публикуют. Какие темы в основном главные? Ну, проза, Нет, о чем прозаики поэзия. пишут-то? О чем прозаики-то пишут? Разные. Ну, раз. Ну, есть сквозная какая-то тема. О Туве пишут, о национальных обычаях каких-то, об истории Тувы пишут. И какие-то глобальные проблемы поднимают мирового масштаба. Ну, там всякие разные Разные. темы, но Но вы сказали, что Эдуард Межит пишет роман в стихах. Примерно о чем этот роман? Можете сказать, объяснить? я не дочитал, до сих пор это выходит в газете, это про жизнь. Название «Жизнь, жизнь и жизнь». Вот так. Ну, он как автобиографический или ситуация во всей Туве там, или как? Ну вот ситуация, вот про ситуацию, Ну, то есть не нет, не автобиографический. автобиографический. Название, потому что такое жизнь. Он, по-моему, еще пишет и драматические какие-то вещи для театра. Ну, драма тоже очень много этих пьес написал. И А местных авторов-то пьесы ставят или только? Вообще театр какой репертуар ставит? Какие пьесы чаще всего? На Тувинском больше или других на авторов? тувинском тоже от российских тоже вот переводит. Ну, всякие Можно разные, я классику добавлю? и этот. Просто вот у нас в апреле было, получается, Нацдрам 5, семинар драматургов, да, национальная драматургия. Приезжали критики, Елена Поповская, Екатерина Морозова. И как раз в апреле это уже второй раз, да, было, а в ноябре, начале декабря первый раз, то есть Баканяне дважды были. И вот Кижик Канзай
приезжал, он как раз был участником этого нацдрама, да, была Саяна Андур. И на сегодняшний день, вот буквально прошло сколько, 6 месяцев, да, 7 месяцев прошло, и по результатам вот этого семинара поставлена пьеса Саяна, да, Андур, Про скифские эти, да, про да, 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 Аржане. да, про Аржана. И вот получается у Кижика уже вторая пьеса, да, поставлена. Ну, это Две пьесы. инсценировка, да, вторая Мгм. песня. Вот по результатам и как бы получается и на семинаре там познакомились, и достаточно очень интересно, да, и там якуты приезжали, из Горного Алтая приезжали драматурги, с нашей Хакасии, с Республики драматурги принимали участие. И вот после этого семинара, что самое интересное, критики прорабатывают с каждым драматургом индивидуально. То есть время, час времени, за этот час времени, то есть отрабатывается пьеса до тех пор, да, пока она не будет готова к постановке на сцене уже. То есть вот эти моменты очень как бы положительные, результативные, можно так сказать. Ну, и вот мы Кижика приглашали в лагерь, но он не смог, и РС выручил нас тем, что он представляет сейчас Туву. Ну, вообще предыстория была такова, да, что в 2019 году по рекомендации вот как раз Челгачи, Челгачи рекомендовал Кижика к нам в литературный лагерь, чтобы в 2019 году он сюда приехал. Но по истечении семейных обстоятельств он не смог приехать к нам. Альберт Мадров приезжал, тоже поэт Республики Тыва, да. И получается, в этом году опять же мы уже связались сами, чтобы Кижик к нам приехал. Он говорит, блин, никак не получается. Я говорю, Кижик, срочно рекомендую нам кого-то, вот, кто бы мог представить республику. Он говорит, у нас есть такой замечательный поэт, как Карась. Вот, поэтому сегодня есть возможность познакомиться. Ну, с русским языком из-за этого тоже переживаю очень. Так трудно. Я вот сколько вот у меня жена, даже русскоязычная, сколько почти 4 года живем вместе, но никак толком не научился по-русски так. Ну, просто так по-своему вот так кое-как говорю, ну, понимаю. Я сам перевожу тоже с русского на тувинский язык, стихи, ну, рассказы тоже, пьесу. Чьи? Классику? Или чьи-то? Ну, Есенина, там Баратынского, ну, поэтов. И недавно перевел пьесу «Бесприданница» Островского. Надо вечером на Костровой почитать Есенина в переводе. Здорово. С русским языком у меня вот так как-то не почти вот 20 лет учу, как-то не очень получается. Все еще впереди. Из-за этого просто мне в голове, что ли, переводить надо сначала или потом как-то трудно. А как у вас там с молодыми авторами обстоят дела? Каждый сам по себе или где-то они встречаются? У каждого, ну, в городе, в Козеле сейчас в данное время 2 объединения, литературные объединения. Это при физфаке, там литературный музей есть тоже. И там Соромза, где я с 12 года туда хожу. И еще Алданбиир, есть такое литературное объединение, тоже молодые авторы, там не только молодые, там и пожилые люди есть, там начинающие, там с ними писателя Республика работает там каждый раз вот так. Понятно. Есть вопросы? А сколько своих оригинальных стихов на тувинском? Примерно. У меня Да, лично ваше.
где-то 80. А переводных? Переводы там около 20 переводов. А сборник какой-нибудь есть? Пока еще нет. Пока еще Ну, в нет. принципе, вот, мне кажется, у вас уже сборник готов. И вот в ближайшие годы я начал писать разные жанры поэзии, там белый стих, рубаи, и как там еще, стихи прозы. Она жила, Кто? Это которую другая. ты хлопнул. Сейчас мстились. Да, вот, сюда бы скажите. Кто кидал тряпкой? Я пропустил. Это ее Сейчас опять. Это дух критика летает. Ну что, продолжим. Если есть вопросы, мы Ресом мучить не будем тогда. А первое А, Арес, А что означает имя Эрес? Ирис это, я не знаю как, ну, шустрый, что ли, такой удалый, или Ага. как типа того. Как слово Ирс есть. про Ирс. мифологию сразу вспомнил. Эрес. Ну, тоже взаимосвязь. Похоже, что-то. Там Гермес же как раз Нет, аналогично. Арес. Арес, он войны. А может Эрос? Вот кто общается сразу. Там еще и РС же есть. Это бог тьмы. Рэп. Или как его там? Рэп, по-моему. Ну, РС и, по-моему, и Нюктер. Да, не так. Нюктер. Это богиня ночи. Да, Не, на цвете не имеет. Цвет это Наизусть все Аид у стихи них. помните какой-нибудь? Сможете рассказать? Аид и Плутон. Это Хотя бы пару фраз. Много. Есть Стихи Аид. на туринском. Ну, какой-нибудь стих на турецком Ну, языке. тема, Иногда на какую прочитал. тему? Да, любую. Самый Какой любимый. вам нравится? Да. Мне на первую книжку хватило. Ну, довольно интересно. Давайте послушаем, что интересно. Сейчас вспомню. Это недавно, не в прошлом или позапрошлом году на это стихотворение один композитор сочинил музыку. Это еще я давно писал вот это стихотворение. Сағы жарып, суда күштік соққанда, саймааралдар мені үглей бергенде, сен мен көрейін сыртық танып алаштың, сепкілімні оғыжып тұрып часкарам. Сенден рак... Дальше не помню. Забыл. 4 строки. Ну, можете вот по строкам примерно сказать о чем, ну или перевести на русский, хотя бы примерно. Подсрочный перевод. На. Это просто, любовная лирика это. Хорошо. А Есенина на Тувинском не помнишь так? На туринском, Есенина. Ну, свой перевод. Свой перевод. Или другого. Есть, Надо было брать есть такое, рукопись с собой. но Надо было взять, да. Есенина бы интересно послушать. есть же такой маленький из 2 строф. Это не криви улыбку, руку теребя вот эту. Холун жаңгып, чырың мен же жартайтпайын бер. Сен же өскер күт турарым бо. Сеңе көңгүз өске ынактырмын. Ну, спасибо. Все, спасибо. Всем Вопросов спасибо. нет, да? Мгм. Тогда